Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю. Конфуций. В Кыргызстане выявили еще 128 случаев внебольничной пневмонии и коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Нурбулут Усинбаев. По его словам, в Бишкеке выявили 18 новых случаев. В Аше – 3, в Чуйской области – 12, в Волжской – 14, в Таласской – 6, в Нарынской – 3, в Иссыкульской – 24, в Джалалабадской – 27 и в Баткенской области – 21. Всего в стране зарегистрировали 43 587 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19, из которых полностью излечились 37 726 человек. Кроме того, по данным Минздрава, за прошедшие сутки не зафиксированы случаи смерти от коронавируса и внебольничной пневмонии, тогда как за все время эпидемии скончались 1058 человек. Во время подворовых обходов выявлено с симптомами острых респираторных вирусных инфекций и внебольничной пневмонии 6945 человек. Об этом сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мазгачева. По ее словам, на сегодня обследовали 86 281 дом и опросили 190 387 человек. Граждане, у которых выявлены симптомы острых респираторных вирусных инфекций и внебольничной пневмонии, проинформированы о необходимости обращения в организации здравоохранения и об опасности самолечения. Проводятся подворовые обходы путем опроса. Всего обследовано 86 281 дом. Опрошено 190 387 человек. Выявлено с симптомами острых респираторных вирусных инфекций и внебольничной пневмонии 6945 человек. С гражданами, у которых выявлены симптомы заболеваний острых респираторных вирусных инфекций. В регионах со сложной эпидемиологической ситуацией и с большим количеством учащихся в школах, классы, в которых количество учащихся превышает 20 детей, будут поделены на группы. В связи с тем, что в Бишкеке переуплотнение школ составляет 200-250%, первые классы будут поделены на 2 группы. Обучение будет проходить 5 дней в неделю по основным предметам. Остальные предметы будут проходить в режиме онлайн. Об этом сообщила вице-мэр столицы Виктория Мазгачева. Для первоклассников 1 сентября День знаний пройдет в реальном режиме, а первый урок пройдет на тему «Мой любимый Кыргызстан» и будет проведена экскурсия по школе. Тогда как от проведения традиционного торжества в День знаний решили отказаться. В Бишкеке в результате ДТП погиб 22-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной службы милиции столицы. По ее данным, ДТП произошло сегодня примерно в час ночи на улице 7 апреля возле бара «Перцы». 20-летний водитель Honda Fit ехал с юга на север, не доезжая до улицы Кадыкеева, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в дерево. В результате аварии машина перевернулась, и пассажир скончался на месте. Водителя и 2 других пассажиров доставили в больницу с травмами. В Управлении обеспечения безопасности дорожного движения по ГУВД Чуйской области рассказали подробности ДТП на трассе Бишкек-Ош, где погиб 10-летний ребенок. Согласно данным, накануне примерно в 9:30 утра по автодороге Бишкек-Ош на 104-м километре водитель автомашины «Мерседес», направляясь с юга на север, по предварительным данным, выехав на встречную полосу, столкнулся с микроавтобусом «Мерседес Спринтер», который направлялся навстречу, сообщает пресс-служба ведомства. В результате данного ДТП пассажир микроавтобуса «Мерседес Спринтер», мальчик 2011 года рождения, от полученных травм, несовместимых с жизнью, погиб на месте. Также травмы различного характера получили водитель автомашины «Мерседес», легковой и 4 пассажира микроавтобуса «Мерседес Спринтер». УОБДД по ГУВД Чуйской области настоятельно просит участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения. За минувшие сутки в Кыргызстане зарегистрировано 7 пожаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Для их тушения было привлечено 7 пожарных отделений. В городе Бишкек зарегистрировано 3 пожара. В Чуйской области 2, в Волжской области 1 и в Баткенской области 1 пожар. Кроме того, в одной из столичных квартир по улице Токтаналиева сгорела бытовая техника на площади 25 квадратных метров. В результате пожара угарным газом отравились 88-летний мужчина и 90-летняя женщина.
На данный момент их состояние стабильное. В Бишкеке сотрудники СБНОН задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что в рамках досудебного производства были проведены специальные следственные действия и обыск. В одном из домов Бишкека обнаружены и изъяты наркотики полусинтетического происхождения – каннабис, марихуана и героин. Общий вес наркотических средств составил 4 килограмма 686 граммов. По подозрению в совершении преступления задержан житель столицы. Проведены соответствующие экспертизы. В настоящее время ведутся дополнительные специальные следственные действия по установлению и задержанию других лиц, причастных к преступной деятельности. Для того, чтобы создать благоприятные условия для отечественных предприятий-экспортеров, с марта текущего года на контрольно-пропускном пункте Акджол-Автодорожный, расположенный на границе Кыргызстана с Казахстаном, ведутся ремонтные работы по ее модернизации. С ходом ремонтных работ ознакомился премьер-министр Кубатбек Буронов, который заявил, что реконструкция КПП расширит ее пропускную способность. Все ремонтные работы планируется завершить в декабре этого года, а работы по модернизации финансируются из республиканского бюджета. Отметим, что ранее пропускная способность пункта пропуска Акджол-Автодорожный составляла 10-11 тысяч человек и от 800 до 1000 автомобилей. Ожидается, что после модернизации пропускная способность увеличится вдвое. Отныне в Аильном округе Гульчо Алайского района Ожской области есть место, в котором одновременно могут проводить досуг как маленькие дети, так и пожилые люди. В торжественном открытии детской площадки, совмещенной с чайханой, приняли участие жители этой местности и спонсор этого проекта, в числе которых находится депутат Джоргу Кенеша Улан Примов. Нашим аксакалам нужно место для отдыха, а нашим детям площадка, где они смогут весело и беззаботно проводить свое детство. Поэтому этот объект был построен исключительно из пожеланий аксакалов и потребностей детей. Надеемся, что здесь всегда будет место праздника, где непрерывно звучит детский смех. А наши пожилые граждане во время своего заслуженного отдыха дают свое благословение на развитие нашего района и нашей страны. Поняв, что в этом регионе никогда не было детских площадок, для маленьких кыргызстанцев народный избранник Улан Примов стал главным инициатором в строительстве такого объекта, выделив для этого из собственных средств 6 миллионов сомов. Теперь у детей Гульчинского аильного округа есть место для игр площадью в 900 квадратных метров, оснащенное турниками, песочницей и качелями. Стоит также добавить, что площадка полностью оснащена урнами для мусора и освещением. Раньше у нас не было мест, где бы наши дети все вместе могли играть. Поэтому очень радостно, что открылось такое место. Хотелось бы выразить свою благодарность нашему депутату. Раньше мы не знали, чем занять ребенка во время каникулов, потому что попросту не было мест для развлечений. Сегодня нашей радости нет предела. Этот парк стал местом для отдыха для всех жителей нашего района. А самое главное, мы теперь не будем переживать за безопасность своих детей во время игр. На открытии всем маленьким кыргызстанцам раздали лакомства, тем самым поздравив юных соотечественников с открытием детской площадки и с наступающим Днем независимости Кыргызской Республики. Сегодня был замечательный день. Нам раздали вкусное мороженое, а еще мы теперь можем кататься на каруселях и качелях. Наряду с детской площадкой была построена также чайхана для пожилых людей с общей вместимостью в 100-150 человек. Место отдыха было оборудовано всем необходимым для того, чтобы в нем можно было проводить время в любое время года. Добавим, что прилегающая территория чайханы была также облагорожена брусчаткой и тротуарами. Действительно хорошо, что наши дети будут под присмотром наших аксакалов, которые будут присматривать за ними и, конечно же, воспитывать. Мне кажется, что наши родители заслужили пить наш любимый горячий чай в таком красивом месте.
Мы от имени всех аксакалов обратились к Улану Примову с просьбой построить нам чайхану, где мы смогли бы отдыхать. Радует, что наш депутат не проигнорировал наши пожелания и построил нам такое замечательное место. Пусть его работе всегда сопутствует только успех за то, что он так верно служит своему народу. Численность населения села Гульче составляет почти 18 тысяч человек, из которых треть являются несовершеннолетними. Создание современных условий в отдаленном регионе страны, по словам полномочного представителя правительства в Волжской области, важный фактор развития всей страны в целом. Из-за пандемии коронавируса реализация наших планов и проектов была вынуждена приостановлена. Но несмотря на все невзгоды, кыргызский народ сможет победить этот вирус, и мы начнем добиваться новых вершин. Сегодня мы находимся на объекте, который станет важным элементом инфраструктуры района, и это стало возможным благодаря нашим неравнодушным гражданам. Примечательно, что во многих селах Алайского района на сегодняшний день активно ведутся работы по развитию инфраструктуры, в которых главное предпочтение отдается желаниям и потребностям подрастающего поколения страны. Это Будалыкский айыльный округ, и в нем состоялось открытие нового детского садика, рассчитанное на 30 мест. Средства для строительства были выделены из местного бюджета. При этом социальный объект полностью отвечает всем необходимым стандартам. Раньше наши дети за неимением детского сада целыми днями играли в песочнице. Мы очень рады, что в нашем селе теперь есть дошкольное учреждение, в котором наши дети будут всесторонне развиваться и готовиться к школе. Пойти в дошкольное образовательное учреждение стало возможным также и для маленьких жителей села Тогузбула Курулского айыльного округа. Здание детского сада рассчитано на 75 мест, а также создает 16 рабочих мест для сельчан. Фундамент не только для школы, но и для взрослой жизни создается именно в детском саду. Дай бог, в будущем воспитанники этого детского сада станут депутатами, министрами и передовыми лицами нашего государства. Этот детский сад был построен нашими жителями. Каждый, кто смог, внес свою лепту, и совместным трудом мы смогли построить для наших детей это заведение. В этом регионе социальные объекты строятся не только для маленьких кыргызстанцев, но и для молодежи, для которой был возведен спортивный комплекс в селе Дюшолу. В этом комплексе есть специальные зоны, в которых можно заниматься различными видами спорта. Средства на оздоровительный объект были выделены из местного бюджета, а также со стороны благотворительного фонда Примов. Этот спортивный комплекс можно считать залогом здоровой молодежи. Здесь можно воспитывать будущих чемпионов. В Алайском районе продолжаются строительные работы по возведению социальных объектов, которые проводятся в рамках объявленного года развития регионов, цифровизации и поддержки детей. Буквально 5 лет назад количество дошкольных учебных заведений не доходило и до 200. Сегодня это число увеличилось в 2 раза. Мы обеспечили наших детей детскими садами на 35-40%. Отрадно, что эти 2 объекта, открытие которых сегодня состоялось, были профинансированы за счет местного бюджета. Стоит также добавить, что до конца года в Алайском районе также планируется заняться ремонтом автодорог, мостов и других социальных объектов, являющихся неотъемлемой частью жизни кыргызстанцев. 31 августа 2020 года на площади Алато состоится мероприятие по случаю Дня независимости Кыргызской республики с участием президента Сооронбая Жээнбекова. Однако в этом году формат празднования отличается от традиционного. С учетом текущей эпидемиологической ситуации было принято решение о проведении мероприятия в онлайн-формате. Зрители приглашаться не будут, массовых мероприятий и народных гуляний также не будет. Мероприятие, начало которого в 10 утра, а завершение в 11 часов ночи, будет транслироваться на республиканских телеканалах, а в 10 вечера состоится праздничный салют в честь Дня независимости Кыргызстана. Административный суд Бишкека рассмотрел жалобу партии «Кыргызстан» на решение Центральной избирательной комиссии о возврате документов политической организации. Истцы просили признать решение незаконным и восстановить партию для участия в избирательной кампании. Председательствующая судья Чулпон Дусмамбетова посчитала доводы, приведенные представителями политорганизации, достаточными и жалобу удовлетворила. Однако представители Центризбиркома не согласны с решением суда и намерены опротестовать его в Верховном суде. Напомним, ранее
Ранее ЦИК решила вернуть партии документы из-за сроков сдачи документов и снять с выборной гонки. Однако лидер политорганизации, не согласившись с решением комиссии, обратился в суд. Согласно неофициальным данным, численность населения Кыргызстана на 2020 год составляет порядка 6,5 миллионов человек, из которых более 1,5 миллиона относятся по возрастной категории к молодому поколению, считающимся полноценными избирателями. Однако именно эту категорию граждан сложно назвать активными, когда дело касается выборов. Поэтому Центральная избирательная комиссия уже который год проводит различные мероприятия, главной целью которых является вовлечение молодежи в избирательный процесс. Так, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов совместно с программой развития ООН при поддержке правительства Германии провели конкурс под названием «Молодежная лаборатория. Голосуй, Шайла», цель которой – вовлечение молодежи к участию в информировании избирательного права, а также непосредственно к участию в самом голосовании. В рамках этой лаборатории молодежь создавала различные информационные продукты для того, чтобы говорить своим сверстникам и вообще всем избирателям, нашим гражданам о важности участия в выборах, о важности ответственного, осознанного выбора для нашего будущего нашей страны. В онлайн-тренинге молодежной лаборатории приняли участие 44 конкурсанта в возрасте от 18 до 35 лет, в ходе которого участники получили информацию в области избирательного права, а также обучились необходимым навыкам по запуску и продвижению своих продуктов. Молодежи было очень интересно изучать, именно потому что мы, с одной стороны, дали экскурс в историю, мы поговорили о том, как зародились вообще выборы, почему люди решили путем выборов делегировать своих представителей во власть, потому что народ не может каждый день принимать решения, должны быть свои представители. И именно об этом мы говорили с молодыми ребятами со всех регионов Кыргызстана, и мы видели заинтересованность, мы видели живой интерес, много вопросов и много обсуждений, которые также продолжались и после вебинаров в телеграм-группе. После теоретической части участники приступили к практике. Так, 30 конкурсантов смогли выбрать темы для своих проектов, которые в рамках конкурса были профинансированы организаторами. Готовый медиапродукт был опубликован на социальных страницах для того, чтобы каждый желающий мог поддержать тот или иной проект, тем самым способствуя его продвижению. Мы, как молодежь, сами в первую очередь заинтересованы в том, чтобы состоялись честные выборы. 4 октября этого года, можно сказать, решается будущее нашего народа и нашей страны. Кроме того, на кону этих выборов стоит кадровая политика государства. Символично, что 5 победителей конкурса определили с помощью открытого голосования через социальные сети, которым были вручены денежные сертификаты. Немаловажно, что все медиапродукты участников конкурса охватили аудиторию с общим количеством более 1 миллиона человек по всем регионам страны. Мерим Кубанычбек, Зыбек Туркалыков, Новости Ошпери. Для помощи в реализации избирательных прав граждан Кыргызстана, проживающим или находящимся за рубежом, Центральной избирательной комиссией совместно с Министерством иностранных дел и Государственной регистрационной службой были сформированы мобильные группы. Работа таких групп заключается в проведении информационно-разъяснительных работ по организации предстоящих парламентских выборов, в том числе по вопросам включения граждан в список избирателей, адресов и количества избирательных участков, образованных за рубежом, постановки граждан на консульский учет и биометрической регистрации. Встречи мобильных групп уже прошли в городах Бурса, Измир, Бодрум и Стамбуле Турецкой Республики. До конца недели мобильные группы также посетят Анталию и Анкару. В ближайшее время также планируется выезд мобильных групп в города Российской Федерации. Добавим, что для проведения выборов депутатов Джугурку Кенеша за рубежом было сформировано 44 избирательных участка. Мерим Кубанычбек, Азиза Нурланова, Новости Ошпери.